За год до начала войны Александра Никифоровна Захарова была назначена лектором в Белостокский обком КПБ. Накануне 22 июня 1941 года она выступала перед жителями пограничной зоны. Вторжение немецких войск вынудило Захарову экстренно уходить на восток. Около 1,5 лет она жила и работала в бобруйской деревне Воротынь. С февраля 1943 года Александра Захарова вступила в активную борьбу с врагом. В ноябре 1943 ее назначили комиссаром партизанского полка номер 255 8-й Рогачевской партизанской бригады. Одновременно она была комиссаром и лектором Рогачевского подпольного райкома партии. При бомбежке партизанского лагеря в апреле 1944-го Александра Захарова получила ранение и была направлена в тыл для лечения. О награждении высшей государственной наградой СССР орденом Ленина Александра Никифоровна узнала, будучи в госпитале. После войны Александра Захарова занимала ответственные должности в партийном и государственном аппарате БССР. Лектор, заместитель заведующего отдела пропаганды и агитации ЦК КПБ, заместитель председателя Президиума Верховного Совета БССР. И еще один штрих в биографии Александры Захаровой. Она была директором Минского дома-музея первого съезда РСДРП